Пакистан. В городе Пешавар участники траурной церемонии возложили цветы возле школы для детей военнослужащих, ставшей объектом теракта, совершенного талибами 2 дня назад. В результате этого теракта погибли более 140 человек, в основном учащиеся школы. Сотни жителей Пешавара и других регионов пришли к зданию школы, чтобы отдать дань памяти жертвам теракта. В самой школе царит атмосфера полного паралича. По словам представителя талибов, недавнее нападение было местью за военные операции Пакистана в области Северный Вазиристан. Афганистан. В окрестностях Кабула в результате взрыва, осуществленного террористом-смертником, погиб полицейский и ранен еще 2 полицейских. Смертник привел в действие взрывное устройство в машине, когда ее остановила полиция. Накануне полиция получила информацию о планируемом теракте. В Москве наблюдается активный спрос на бытовую технику и электронику. Основная причина ажиотажа – желание людей вложить рубли в товары перед повышением цен. Некоторые товары привозят со складов и тотчас продают, не выставляя их на витрины. С начала года рубль потерял более половины стоимости и опустился на этой неделе до 80 рублей за американский доллар, прежде чем вновь укрепиться. В Москве, около Центра международной торговли, где проходила пресс-конференция президента Путина, полиция задержала около 10 человек. Ранее московский журналист призвал в Фейсбуке собраться возле центра и провести акцию неповиновения. Полиция без промедления задержала демонстрантов, не согласовавших акцию с властями. В Беларуси освобожден политзаключенный Эдуард Лобов, отбывший в колонии в Ивацевическом районе 4 года. Активист оппозиционной организации «Молодой фронт» был задержан вместе со своим соратником в декабре 2010 года и обвинен в хулиганстве за день до проведения президентских выборов. Оба активиста заявили, что дело против них сфабриковано с целью положить конец их политической деятельности. На промзоне я даже не интересовался, потому что знал, что... В Белграде премьер-министр Китая Ли Кэцян и его сербский коллега Александр Вучич официально открыли мост через Дунай, строительство которого финансировал Китай. Китайский премьер принимает участие во встрече в верхах Китая и 16 государств Центральной и Восточной Европы. В ходе встречи Китай предложил вложить в различные проекты в этих странах миллиарды американских долларов. В столице Армении, Ереване, бастуют водители маршрутных такси. Они протестуют против повышения стоимости сжиженного газа. Цена газа на газозаправочных станциях в последние дни поднялась почти на 20% вследствие падения курса армянского драхма. Водители маршруток заявляют, что в результате повышения цены их работа стала убыточной.